Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире АЛЛАТРА-24, программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. Итак, согласно указу президента Садыра Джапарова о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности разработана соответствующая концепция. Этот указ был подписан одним из первых. Он направлен на воспитание граждан через усвоение ими высоких моральных норм, традиций, традиционных семейных и общественных ценностей, здорового образа жизни, приобщения к системе общих человеческих ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур народов Кыргызстана. Сегодня у нас в гостях доктор филологических наук Манасовет Манасчи Таланталы Бакчиев. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы приветствуем вас в студии АЛЛАТРА-24 в программе «Еще не вечер». Наша встреча сегодняшняя, она не случайна, потому что она проходит именно в священный день празднования Курманайда, который также символизирует духовное очищение, праздник милосердия, любви, добра. И сегодня есть повод поговорить о том, как прошла работа над концепцией по указу президента о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности. Я знаю, что вы являетесь одним из разработчиков этой концепции. Но прежде всего позвольте поздравить вас со священным праздником Курманайд. И у вас тоже есть возможность по этому поводу обратиться к нашим телезрителям и напомнить, что для вас является этот праздник и какое значение он несет для вас именно в этом году, поскольку каждый год для нашей страны он особый и ставит какие-то свои задачи, и у нас, кроме общечеловеческих мыслей, конечно, возникают особые просьбы, желания, которые мы возносим к Всевышнему. Спасибо за предоставленную возможность. В первую очередь, конечно, хочется поздравить всех граждан Кыргызской Республики с праздником Курманайд, который является еще праздником прощения, когда нужно прощать все обиды, все то, что накопилось, весь негатив. И это праздник еще праздник очищения и праздник живых. Здесь есть возможность, когда человек может не только простить ту обиду, которая, возможно, у него была, и в то же время возможность очиститься от негатива, от всего того, что опять-таки накопилось в его сердце, на душе. И то, что касается концепции, это, я думаю, очень нужная и своевременная работа, документ, который нужен именно на данный момент нашей стране и гражданам нашей страны. Есть простая русская пословица: в здоровом теле здоровый дух. И если просто одним словом сказать о содержании данной концепции, то мы можем опереться именно на эту пословицу. И здесь, в этой концепции, основной целью является формирование всесторонне развитой личности, и личность, у которой должна быть здоровое физическое состояние и в то же время дух. И это очень важно. Сейчас мы все человечество гонимся за материальным. Это то, что порой даже губит человека, и забыли о духовной составляющей. Вот в указе президента говорится, что рабочей группе необходимо учесть следующие принципы. И вот как раз один из них – это
приоритет духовно-нравственных мотивов жизненного поведения над материальными интересами. Хотя современному человеку может быть очень сложно понять, почему духовное должно быть выше материального. Ведь мы сейчас живем в век потребления, когда стремимся как можно больше заработать, как можно лучше покушать, найти себе одежду самую красивую. Но, тем не менее, вы говорите о том, что духовное – это очень важно. И у вас есть несколько трудов, когда вы обращались к этой теме и писали, что человек есть целостная система, где наблюдается многомерная взаимосвязь таких уровней сознания, как дух, душа, разум, тело и окружающая среда. Вот эта тема гармонии. Да. Почему дух сильнее всего материального? Материальное приобретается, а духовное оно приходит, ее нужно найти. Для этого не требуется определенного капитала, не требуется какой-то материальной, скажем, составляющей. Это то, что человеку приходит, и человек должен быть готов к этому. Это здесь речь идет о духе, о том состоянии, когда человек находит себя и себя в природе или среди окружающей среды, в обществе. Это очень важно. Именно духовное – это то, когда человек находится в блаженстве. Мы можем, себя обеспечить всем тем материальным, всем тем комфортом, которым, может быть, мы нуждаемся или хотим, стремимся, но это не приведет к счастью. Это не приведет к душевному равновесию, той гармонии, которой мы всю жизнь стремимся получить или найти. Любовь – это и есть то равновесие, тот баланс, та гармония, которая – это часть духовной составляющей, любовь. И если даже мы будем жить в комфорте, мы можем попасть в депрессию, потому что тот комфорт, который он через некоторое время надоест. И если он духовно не развит. Вот посмотрим, что творится у нас в развитых капиталистических странах, в той же Америке, в той же Европе. Там очень много суицидов, там очень много преступности, потому что человек уже не знает, как быть и как жить дальше. И он потерял себя в мире, в обществе, потому что у него отсутствует эта гармония. Именно душевная составляющая, душевное равновесие. Указ о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности, конечно, прежде всего направлен на то, что мы начнем работать именно с нашими детьми, с будущим поколением, которые в конечном итоге станут взрослыми и будут составлять основу, элиту нашего общества. И вот такая дальняя цель, что приоритет общественных и государственных интересов над индивидуальными должен обязательно присутствовать. Сейчас мы видим, все происходит наоборот. Как вы думаете, возможно ли это остановить в нашем обществе на современном этапе, когда идет глобализация? Вы сейчас только привели пример, что происходит в западных странах, и мы в Кыргызстане хотим немножечко поменять этот вектор, вернуться к своим истокам. Как это сделать? Это очень просто. У нас имеется база. Мы должны вернуться к той базе, которая веками, столетиями, может быть, даже тысячелетиями ковалась нашими предками. Мы должны просто вспомнить и вернуть ее к себе. И у нас есть все это
в ДНК наших, оно закодировано. Ее нужно просто вынести на обзор и предложить обществу. Этим жили все народы мира, этим жили все цивилизации, но проблема в том, что со временем это все утрачивалось, забывалось, и оно привело к тому, что каждый отвечает за себя, то есть индивидуализм. Индивидуализм сейчас берет верх над коллективизмом, над коллегиальностью, и в этом наша трагедия. Поэтому мы сейчас даже можем увидеть, что европейские народы, они постоянно борются за индивидуализм. Это у них первично. Что касается коллегиальности, коллектива, это вторично, это их не интересует. Мы же всегда так жили. Мы жили в коллективе. Мы учитывали интересы коллектива, общества, государства или страны. И это очень важно, опять-таки, для развития нашей страны, для спасения, для сохранения нашей страны и народа, который проживает в этой стране. И если мы сейчас к этому не вернемся, потом уже будет поздно. То, что сейчас происходит в мире, те катаклизмы природные, то психологическое состояние человека и человечества, это тоже неспроста. Это опять-таки гонка за индивидуализмом, гонка за материальным. Все это приводит к этому. И сама природа наказывает нас. И ковид тоже это как бы наше испытание. Причем всего человечества. Да, все человечество. Но у нашего народа есть свои традиции, есть своя культура, которую он сохраняет буквально на протяжении целых веков, да? Да. И, в общем-то, и праздник Курманайт – это тоже праздник единения, когда люди собираются вместе, они видят друг друга, и если вдруг кто-то не пришел на праздничный намаз, они могут прийти, обратиться. И все эти традиции направлены на то, чтобы именно сохранить, выжить и преуспеть вот в этом мире. И вот этот указ о духовно-нравственном развитии, физическом воспитании личности, который будет подписан одним из первых президентом Садыром Джапаровым, он направлен именно на то, чтобы мы задумались и выбрали свой путь. Вот когда я готовилась к эфиру, нашла очень интересную цитату из вашей книги «Дар сказителя. Держи в чистоте дух и тело, не давай им засоряться». Этот совет вы получили от вашего наставника, да, Шаабатая Азизова. И получается, что, в общем-то, с этим принципом вы живете на протяжении всей жизни. Но и в концепции огромное внимание уделяется именно физическому воспитанию. Скажите, пожалуйста, насколько это важно и как это будет претворяться на практике в нашей жизни, в нашем обществе? Конечно, тяжело управиться с государством, с народом, который проживает в данном государстве. Но есть государственная машина. Если это будет делаться очень чистоплотно, аккуратно и конкретно, то, я думаю, будут плоды и будет успех. Но все это должно действовать на всех уровнях, во всех учреждениях, государственных и негосударственных, неправительственных организациях. То есть все должны понимать, что это нужно не отдельному какому-то человеку, это нужно не властимущим, а именно всему народу во имя спасения государства и народа. А в целом это нужно для того, чтобы мы нашли себя, чтобы мы нашли свой истинный путь и
нашли себя в этой жизни. Ведь основная цель всей жизни это вот именно заключается в этом. Мы должны найти себя в этом мире, в этой жизни. И в какой-то степени эта концепция и указ, оно дает нам толчок для того, чтобы мы нашли себя. И есть государственная воля того, чтобы это все притворить в жизнь, и причем единство, да, духа, нашей психики и физического состояния. Особое внимание уделяется семье, также статусу и учителя, воспитателя, Да. потому что врача, военнослужащего, Да. именно на этих людях держится государство. Говорят, хочешь разрушить государство, разрушить систему здравоохранения, образования, и страны не будет. Да. Поэтому точно так же важно, Да. чтобы вот эти люди, люди этих профессий, с которыми человек встречается буквально с рождения, они имели особый статус. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что-то уже меняется у нас, даже если эта концепция пока еще не притворяется в жизнь, но мне кажется, есть какие-то уже изменения? Ну, официально, конечно, концепция еще не опубликована. Лишь завершена работа над текстом, содержанием данной концепции. И на днях, может быть, в ближайшее время концепция будет официально опубликована и начнется работа над реализацией данной концепции. Но то, что в нас было, все те, может быть, элементы, которые учитываются вот в этой концепции, они были у нас от природы. Это было то, что нам пришло или перешло, может быть, от наших предков. То есть это наша традиционная культура, это наше традиционное мировоззрение, которое, ну, как часть нашей жизни, оно было в нас, и мы с этим жили. Это просто, опять-таки, можно сравнить, взяв человека из нашей обычной среды и взять человека из какой-нибудь, скажем, другой среды, из внешней среды, из каких-то других представителей цивилизации и обществ, и сравнить. Разница будет большая. И то есть то, что мы имеем, это оно было в нас, оно жило с нами. И мы должны просто это подкрепить на государственном уровне и реализовать уже также на государственном уровне, чтобы оно было как закономерным политическим решением для общества. В своем указе президент ставит задачу пересмотреть и образовательные учебные стандарты и ввести предметы по этическому, эстетическому, физическому воспитанию и образованию учащихся и студентов учебных заведений. Я знаю, что в концепции есть отдельная статья, которая посвящена именно образованию, именно институту семьи. И еще хочу процитировать ваши слова вот из статьи о том, роль монастырей в политической жизни народа. Вы говорите, что в традиционной культуре мы можем найти массу способов поддержания постоянной физической, ментальной и энергетической связи с природой, Вселенной, а также поддержания психического и морально-нравственного здоровья на уровне личности и общества. Роль культуры, которая, к сожалению, сейчас немножко, да, не такая высокая, как бы нам хотелось, но мы вновь и вновь возвращаемся к тому, что без культуры невозможно развитие нашего общества. Культура – это то, что воспитывает человека.
это то, что является частью необходимости в нашей жизни. Оно древнее, оно богаче, даже чем те мировые религии, которые имеются у нас сейчас в мире, существуют. Это то, что ближе к определенной этнической группе. Это то, что создавалось этой группой этнической. И во благо для существования, для сохранения и развития этой группы. И поэтому она и служит, и служила до сих пор. И поэтому и в концепции акцент делается на молодежь, на молодое поколение. Без достойного образования, без медицины и, скажем, армии, государство не государство, потому что, как вы сказали, это является политическим, стратегическим и, может быть, даже традиционным рычагом любого государства и любой, скажем, политической системы и в государстве. И в этом смысле делается акцент именно на молодежь, что молодежь — это та часть общества, которая готова воспринять вот то, о чем говорится в концепции, вот именно о духовно-нравственном развитии и о физическом воспитании. У нас очень много высших учебных заведений, очень много. Для такой маленькой страны, как Кыргызская республика, такой контингент, такое количество вузов, это, конечно, неправильно, я считаю. Но каждый вуз выполняет свою миссию в зависимости от специальности, но каждый вуз должен также, и не только вуз, любое образовательное учреждение, нести еще и политику государства. Именно вот эту концепцию они должны внедрять во время обучения для студентов и учащихся. И это будущие еще родители, которые будут создавать семьи. И здесь должна именно вестись воспитательная работа. Подобное было и в советское время, мы знаем, в образовательных учреждениях. И мы просто в другой форме, с другим содержанием возвращаем это. Хотя это было и до, скажем, советского режима у каждого народа. Мы же это должны сделать не в ущерб никому и вообще не в ущерб любому этносу, который проживает в нашей стране, только опираться на традиционную культуру, на язык, который несет в себе каждый народ или каждый этнос. Скажите, пожалуйста, вот как вы восприняли, когда у нас в высших учебных заведениях, в школах начали изучать эпос Манас? И изменилось ли сознание вот тех студентов, отличается ли оно, которые читают, знают вот героический эпос Манас, и те, кто с ними, с этим эпосом совершенно не знаком? Нет, ну, конечно, по сравнению с прошлым историческим этапом, когда не было вообще манасоведения как учебной дисциплины в вузах и других средних учебных заведениях. Конечно, это было очень нужным, и именно манасоведение, я думаю,
дал толчок следующему этапу, чтобы мы поняли и исследовали, изучали эпос Манас более глубже. Это общеобразовательный предмет. Это предмет, который дает общую картину для учащихся и студентов, чтобы ученик или студент понял, что собой представляет Манас. Так как именно Манас и культура кыргызского народа являются визитной карточкой и основной частью составляющей кыргызского народа. Мы видим, что указы президента, которые были подписаны ранее, постепенно начинают реализовывать, и уже готова концепция по указу президента о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности. Мы сегодня говорили о том, что в нашей стране будет постепенно создаваться система именно по воспитанию будущих поколений, которые будут высокообразованными, с высоким нравственным потенциалом и в то же время здоровые физически. И вы сейчас рассказали, что у нас есть все основы для того, чтобы эта концепция реализовалась, потому что до сих пор в нашем обществе сохранена культура, традиции, обычаи наших предков. И эпос Манас – это инструмент пробуждения духа и очищения души. А эти уровни сознания человека, как известно, всегда считались духовным стержнем человека. Огромное вам спасибо за беседу, уважаемые телезрители. Напоминаю, что в студии был доктор филологических наук, Манасовед, Манасчи Таланталы Бахчиев. Оставайтесь на Алту 24. Всего доброго.